Друзья, приветствую вас, витаю всех. Guten Abend, hello, ассаламу алейкум, шалом алейкум и все остальное, друзья. Всех своих подписчиков, всех друзей, соратников, единомышленников приветствую. Сегодня 14 сентября 2025 года, 19 часов 1 минута по Берлину, 20 часов 1 минута по городу Джохару. Друзья, я вас всех сердечно приветствую. Стрим у нас идет на YouTube-канале Reality и в TikTok на канале Аслан Арцуев. Всех, друзья, приветствую. Так, что еще? Всем тем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, пожалуйста, не пишите комментарии и не распространяйте ссылку на наш стрим. Все остальные присоединяйтесь. Сегодняшний свой стрим я решил назвать «Иисус, Иса, мир ему, в наших сердцах, христиане и мусульмане за мир и братство». И я бы хотел об этом и многом другом поговорить, друзья. Об этом и многом другом поговорить. Витаю вас, Баванетка, витаю. Но вначале немножечко информации из сети. Президент Польши разрешил ввести в страну войска НАТО. Кароль Навроцкий подписал постановление, согласно которому вооруженные силы стран-участниц Североатлантического альянса могут находиться на территории Польши в рамках операции «Восточный страж». Об этом сообщило Бюро национальной безопасности страны в X. Операция «Восточный страж» началась 12 сентября в ответ на вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши 10 сентября. Часть из них сбили поднятые в воздух истребители. Кстати говоря, друзья, сегодня еще один дрон залетел на территорию Евросоюза. По-моему, речь идет о Румынии. Об этом и многом другом давайте пообщаемся, потому что сейчас начинается борьба против России, и я боюсь, что эта борьба может быть перенаправлена, как это уже неоднократно было, перенаправлена на другого врага, на другого. Алейкум Чарли Браун. Мы все знаем, говорит. Все знаешь? А ну-ка, сколько человек погибло во Второй мировой войне? Перечисли их по именам. Глава евродипломатии Кая Каллас обсудила вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Румынии. Это продолжающаяся безрассудная эскалация угрожает региональной безопасности, заявила она в социальных сетях, отметив, что находится в тесном контакте с румынским правительством. Вечером 13 сентября Румыния подняла в воздух истребители F-16 из-за вторжения БПЛА в воздушное пространство страны. По словам представителя Минобороны Румынии Ионуце Моштяну, пилоты смогли приблизиться к дрону и были готовы сбить БПЛА, но в какой-то момент он направился в сторону Украины. Подобная ситуация в последнее время происходит все чаще, отметил он. Я так понял, румынские истребители решили, если он летит в сторону Украины, не мешать. Да, я так полагаю. Вот так это можно понимать, то, что тут прочитано. Это просто невероятно, если это так. Это что это такое? Как это? В сторону Украины, значит, можно лететь, а с территории Румынии, грубо говоря, лететь. Тегеран одобрил возобновление сотрудничества с МАГАТЭ. Высший совет национальной безопасности Ирана одобрил ранее подписанные договоренности о возобновлении сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии. Документ подписали 9 сентября в Каире генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи при посредничестве египетского министра иностранных дел Бадра Абдель-Атте.
Как следует из текста заявления, выполнение договоренности будет зависеть от обеспечения безопасности иранских ядерных объектов. Сотрудничество между Тегераном и МАГАТЭ было приостановлено после 12-дневной войны в июне, когда Израиль и США нанесли удары по ядерным объектам Ирана и Фордо, Натанзе и Исфахане. В ответ Исламская республика атаковала Израиль серией ударов ракетами и дронами. Инспекторы МАГАТЭ были высланы из страны 2 июля по указу президента Ирана Масуда Пазешкияна, подвергнувшись критике иранских властей за бездействие при атаках на ядерные объекты. Ранее Рафаэль Гросси настоял на том, чтобы Тегеран разрешил провести международную проверку на 3 ядерных объектах, поврежденных во время войны в июне 1925 года. При оценке ущерба и запасов обогащенного урана для оценки правительство в Тегеране неоднократно отказывало инспекторам агентства такой проверки. Тоже интересно, вот это все ложится в одну канву. В одну очень плохую канву. Как ты относишься на многоженство? Егор, с какой целью ты интересуешься? Что за вопросы ты мне задаешь? Как ты относишься к многоженству? Что это значит? Я уже высказывал свое мнение по этому поводу. Каждый вправе делать, что хочет, но чеченцы – это волки, а волк с одной волчицей проживает всю свою жизнь. Поэтому достаточно с одной прожить всю свою жизнь. ГУР Украины подтвердили причастность к диверсиям на железнодороге в РФ, сообщают украинские СМИ с ссылкой на источник Главного управления разведки Минобороны Украины. Ряд из них пишет, что спецслужбы страны причастны к взрыву железной дороги Орловской области РФ, произошедшем 13 сентября. РБК Украина, в свою очередь, пишет, что в ГУР также подтверждает причастность украинских спецслужб к инцидентам на железнодорожных путях в Ленинградской области в ночь на 14 сентября. Эти железнодорожные ветки являются критически важным логистическими звеньями снабжения оккупационных войск на Харьковском и Сумском направлении. В результате разрушения железнодорожной инфраструктуры на этих участках россияне почувствуют значительное осложнение в логистике, что в свою очередь существенно отразится на их способности осуществлять активные действия против украинских сил обороны, цитирует СМИ неназванного собеседника из ГУР. Украинская сторона официально не подтверждала причастность к инцидентам на железнодорожных путях РФ, происшедшим в последние дни. Так, 13 сентября губернатор Орловской области Андрей Клычко сообщил, что на перегоне Малоархангельск-Лазуновка было обнаружено несколько взрывных устройств. При попытке обезвреживания они сдетонировали. В результате погибли 3 сотрудников Росгвардии. В Ленинградской области в ночь на 14 сентября с рельс сошли 2 поезда. На станции Семрино в Гатчинском районе тепловоз был без вагонов, но в результате происшествия погиб машинист. На перегоне Строганово-Мшинское в Лужском районе с рельсов сошел тепловоз с 15 пустыми цистернами. Там обошлось без пострадавших. При этом российская сторона однозначно не подтверждала факт диверсии, хотя и рассматривала такую версию. Вот такая вот ситуация тоже разворачивается интереснейшая. Вы думаете, в Польше начнется война? Говорит, ночью. Витаю, ночью. Мишлях, добрый вечер. Я думаю, знаешь, ночью, у меня своя версия по этому поводу. Вполне возможно, Россия сейчас пытается отвлечь внимание НАТО, Европы от помощи Украине. И таким образом, чтобы все силы, которые, возможно, собираются, да, есть коалиция желающих, это Франция, Германия, там и другие страны,
которые изъявили желание в случае заключения перемирия с Россией ввести свои войска в качестве миротворческого контингента на территорию Украины. И я полагаю, что вот это делается для того, чтобы создать угрозу и сказать, что если вы туда введете войска, то ваша Европа, восточный страж, восточная сторона будет открыта, и Россия может торгнуться. Может, с этой целью делается это. Может быть, не знаю. Также я считаю, что хотят мусульман и христиан стравить уже на религиозной почве. Помните, когда это было 11 сентября, тогда всемирный антитеррористический какой-то заговор, борьба с международным терроризмом и так далее, и так далее. И из-за того, что несколько арабов совершили ужасный террористический акт 11 сентября, Соединенные Штаты вторглись не в Саудовскую Аравию, откуда были родом эти террористы, как сообщает нам пресса. Они почему-то в Афганистан пошли. В Афганистан, где укрывался якобы Усама бен Ладен. Затем была война против Ирака. То же самое можно сказать, что когда произошло в Бостоне, теракт в Бостоне, когда произошел. Тогда готовились силы, и сейчас американцы готовят силы. Сейчас вся американская военная промышленность работает в 3 смены без остановки на производство оружия. И это оружие куда-то будет применяться, к чему-то кто-то готовится, какая-то мощная подготовка идет. Производят оружие не только американцы, вся Европа производит оружие, Украина производит оружие. Ну, короче говоря, к большой войне дело идет. И есть основания так думать, исходя вот из разных вот этих событий, что вот эта сила, которая сейчас накапливается, она может быть направлена не против России, а против Ирана и, возможно, других каких-нибудь стран. И таким образом объявить такую цивилизационную войну, крестовый поход, например. Но для этого нужно, чтобы что-то такое экстраординарное произошло, как 11 сентября, или как 11 сентября 2001 года, или же, как это было 20, это было 20-го, да, или не помню, 2013 года, в апреле бостонский, когда теракт произошел. И поэтому, к большому сожалению, я сейчас вижу снова накачку вот в это информационных ресурсов. Это как было перед нападением 7 октября, именно по российским блогерам, российским вот этим средствам массовой пропаганды было заметно, что какая-то работа ведется, что что-то готовится. И тогда я предположил, что что-то будет ужасное. Но произошло еще больше, чем я даже предполагал. И было тогда убито 1200 человек, около 1200 человек. 7 октября 2023 года. И вот началась вот эта страшная война, которая сейчас началась. Все функционеры, все координаторы, все главари Хамас, всей вот этой террористической банды, они уже выехали за границу. И они их вывозят в разные страны, они находятся в России, они находятся в других странах. А уже сейчас просто идет война уже другого типа. Уже война идет не с идейными какими-то там или платными ЧВК Хамас, которых фактически Израиль в самом начале уничтожил. А сейчас уже идет война с теми людьми, у которых погибли родственники, которые вообще никак не причастны были к нападению 21
23 году, 7 октября, ну вот сейчас уже другая война. К большому сожалению, я вижу, что эта война будет усугубляться. Израиль мобилизирует всех, а также даже ортодоксальных евреев, которые по закону не служили. Им будут санкции к ним применяться, как об этом пишут разные израильские политики. И в самом Израиле есть очень много недовольных этой ситуацией. Вот во всем мире сейчас эта ситуация сейчас нагнетается, раскручивается. И получается, что эта война может еще затянуться. Причем может стать очень кровавой, очень нехорошей она. Еще больше нехорошей стать. Война, в принципе, никакая не может быть хорошей. И сейчас, когда США набирают силы, я боюсь, что может произойти очень мощный, такой потрясающий, такой все наше сознание, весь мир, террористический акт, совершенный мусульманами, которых сейчас уже из-за этой войны, которая в Израиле сейчас идет, уже недовольных, там все время нам рассказывают геноцид, геноцид. Половина это выдумка, то, что там они творят, показывают нам по разным средствам массовой информации. Но важно не то, что реально происходит, а важно то, что средства массовой информации везде об этом трубят. Геноцид, убийство, голод. Хотя такого не вижу. Я, например, конечно, я не знаю всех подробностей, но я не думаю, что там такие вот вещи, как нам рассказывают. Реально геноцид был чеченского народа. Реально убивали чеченцев за то, что они чеченцы. Здесь сейчас идет война за то, чтобы Израиль себя обезопасил. Но сама пропаганда очень мощная идет, вообще мощнейшая пропаганда идет. И эта пропаганда доводит людей, если еще принимать вот эту, если применять действия российских спецслужб, как они умеют делать вот этих отчаявшихся, потерявших близких людей, как они умеют их обрабатывать, находить в интернете. И не только у кого непосредственно погибли. В интернете много сочувствующих, много там кто комментарии пишет. Они их вычисляют, находят внушаемых, легко внушаемых людей. И я боюсь, что вот может произойти снова какое-нибудь страшное событие. И именно направленное на США. К большому сожалению. Мне очень жаль, что мне приходится такие вещи говорить, такие плохие новости сообщать. Я очень надеюсь, что этого не произойдет. Но все повторяется по нагнетанию этой ситуации, по средствам массовой информации, как российские спецслужбы все это делают. И знаете, будет не просто война, как тогда, международным терроризмом там, и так далее, и так далее. Я вижу, что планируют начать войну против ислама. Понимаете? Причем это не просто какие-то демократические страны это будут делать. Это будут делать страны, которые будут называть себя христианскими. И крестовые походы такие будут. Вплоть до применения ядерного оружия. Вплоть до уничтожения сотен миллионов человек. Сотен миллионов человек. Во Вторую мировую войну погибло около 100 миллионов человек. И сейчас это все будет, может быть, нагнетаться. На десятилетия, я так думаю, это все может затянуться. Именно поэтому перевозят всех своих этих функционеров, координаторов, вербовщиков, боевиков на Кавказ, строят для них дома, заселяют их там, их уже вывезли, я полагаю, большинство из них, кто им нужен. Оставили тех, кто не относится к их террористической банде, вот этой Хамас, простых арабов-палестинцев, которые потеряли жилье, родственников, у них ничего нет, родственники погибли. Идеальный солдат, идеальный человек, которого будут использовать, кормить его, давать ему оружие и давай ради Аллаха воюй, будут ему внушать вот эту всю систему, и он будет там сражаться. Пока это там будет происходить, вот эти функционеры все вывозятся на Кавказ, в другие регионы, вон в Катаре они были, в других местах, в Турции некоторые, говорят, есть.
И они дальше будут свою сеть вот этих вербовщиков, агентов опять собирать и всех опять поднимать на вот эту священную, так сказать, войну. И против них будет вестись война не просто демократических, европейских, американского государства, а именно христианского государства, под знаменем христианства. Христианство против ислама. То есть открытая цивилизационная война, которая очень просто много жертв соберет. Очень просто. Очень-очень-очень много. И я очень боюсь, что это произойдет. К большому сожалению. И России будет выгодно таким образом отвлечь внимание от Украины. И вот таким вот образом можно будет, как в 2001 году это произошло, потом как это в 2013 году в Бостоне это произошло, может произойти вот такое вот страшное событие. И знаете, сейчас многие люди здесь в Европе, на Западе есть антисемитизм, но есть и вот подверженность пропаганде, не только мусульмане подвержены этой пропаганде. Эта пропаганда, она влияет на всех, что там Израиль творит геноцид, там все такое. И это влияет на многих других людей. И эти люди разных национальностей, разных вероисповеданий тоже как бы призывают остановить эту войну, там, дать Палестине. Вот сейчас было голосование ООН, 140 с чем-то государств проголосовало за то, чтобы Палестинскую Арабскую Республику создать, и 10 государств, они отказались, несколько там воздержались государств. И многие страны фактически призывают Израиль остановиться, и США остановиться, не делать то, что сейчас они там делают. И те, кто сейчас выступает для того, чтобы остановить эту войну, призывает к миру, их клеймят, по-другому это не назовешь, что это какие-то левые, что они там антисемиты есть и левые есть, все это имеется. Но в таком количестве, если идет такая работа, люди столько высказываются, просто их всех клеймить просто нельзя. Всех клеймить просто нельзя. Но если сейчас вот убийство, например, Чарльза Кирка, которого, убил христианин, американец. К большому сожалению, я выражаю искренние соболезнования выражаю родным и близким, всему американскому народу. Еще раз выражаю за смерть этого человека. Я с некоторыми его высказываниями не согласен. Также, я думаю, много найдется людей, кто не согласен с моими взглядами и высказываниями. Но вот эти люди просто будут заткнуты после того, как какая-нибудь исламская группировка совершит какой-нибудь супер ужасающий террористический акт, который унесет не 3000 жизней, около 3000, как 11 сентября 2001 года, а, например, 30 тысяч или 300 тысяч, не дай бог, конечно. И поэтому я сегодня назвал свой стрим именно так, что Иисус для чеченцев, для мусульман, Он в наших сердцах, мы не враги христиан. И я бы хотел избежать этого сценария. Я полагаю, что если это уже запущено, что это фактически не остановится. Но я бы хотел сказать всем христианам, мы, мусульмане, вот здесь в Европе, я могу сказать, живем, вот за чеченцев могу сказать, мы никогда ничего плохого вам не делали, и не делаем, и не думаем делать. Мы пришли просить у вас помощи и защиты, и вы нам дали эту помощь и защиту. И мы благодарны вам, мы искренне благодарны вам. Мы никогда этого не забудем. Мы всегда будем благодарны. Мы на своим детям, внукам, скажем, завещаем, чтобы они были благодарны вам. Немцам, французам, англичанам, бельгийцам, датчанам, шведам, норвегам, норгам, всем, кто нам помог.
Вы нам очень много помогли. И мы очень вам благодарны за это. И что бы ни случилось, как бы, я просто боюсь, что к этому нас ведут, что бы ни случилось, знаете, мы не враги. Мы тысячи лет сосуществовали. Да, были конфликты, да, были войны между мусульманами и христианами, но это уже давно в прошлом. Конституция Германии, например, и других европейских стран разрешает исповедовать любую религию, главное, не мешай никому. Вот мы никому не мешаем, мы с большим уважением относимся. Разные провокации, которые здесь совершались, всегда за ними был русский след, русский хвост, ФСБшный хвост, ФСБшный след. И это убийство Самуэля Пати во Франции, это там попытка покушения на израильское посольство здесь в Германии. Ну вот разные были. И всегда, практически всегда находился русский след. Не всегда его признавали. Вот взрыв, например, автобуса Дортмунд-Боруссия, да, футбольной команды Дортмунд-Боруссия. Там русский непосредственно исполнитель Сергей Винергольд был из Челябинска, который якобы имел немецкие корни, по немецкой линии сюда приехал. Но он представлялся игиловцем, записку оставлял, что он игиловец. Ну и такие вещи очень много происходили. Поэтому это очень-очень важно, чтобы нас не подвели к этому. Погибать мы будем все. Погибать друг друга, убивать, какую-то непонятную, вот эту страшную катастрофу, ввергнуты мы будем все, если все вот это произойдет. Поэтому, осознав это, поняв это, видя, что сейчас какие-то мощная такая эскалация, вот, нагнетание этой ситуации идет, я решил еще раз напомнить и поговорить об этом. Пусть это останется, может быть, этот небольшой вклад, который я делаю, может, принесет пользу и поможет нам избежать этой страшной предстоящей Третьей мировой войны, межцивилизационной войны, где победителей не будет. Мы все погибнем, все просто друг друга, это резня просто может начаться, если такое произойдет. Поэтому я очень надеюсь, что мы сможем этого избежать. И мы, мусульмане, уважаем, если вот именно говорить про христианство, про Иисуса, это наш Иса, посланник Божий. Мы его любим и уважаем. Он в наших сердцах, как и Моисей, Муса, как и Иса. И мы хотим жить в мире, мы хотим созидать, мы хотим вас уважать, мы хотим, чтобы вы нас уважали и вас уважать. И быть благодарными, отблагодарить за то, что нам сделала, мне лично, моей семье сделала Германия, помогла, что сделала Германия. Это очень-очень важно, друзья, очень-очень важно. Поэтому, да, есть здесь разные нагнетания, там разные... И везде вы найдете российский след. Вы везде, если вы посмотрите, где эти радикалы, исламисты, каратисты. Не только, конечно, российские, но чаще всего это ФСБшный след там бывает. Нам нужно постараться избежать вот этой эскалации. Даже если произойдет этот террористический ужасный акт, который, не дай бог, конечно, может привести к большим жертвам. Спасибо большое за подарок, спасибо и вам. Я люблю всех, Шаль, я люблю всех. Я против геноцида, военных преступлений, против войны, против убийства. Я за то, чтобы все жили в мире, на своей земле и имели право. Я против того, чтобы евреев сжигали в печах, чтобы их травили газом. Я за то, чтобы все могли иметь защиту и каждый народ был защищен. Понимаете? И мою позицию многие люди знают. Еще давным-давно, никогда это стало трендом, начали об этом говорить. Но я вижу вот эту связь, и знаете, когда все потом связывается в единую цепочку,
Они сами, вот эти некоторые блогеры, некоторые вот эти пропагандисты, которые нам навязывают определенный стандарт мышления, они сами не понимают, что делать. У них, у каждого есть конкретная задача. И они ведут эту работу, вот эту информационную работу. И я вижу, что хотят нас стравить. Нас хотят стравить. Мы не должны позволить этому произойти. Я не понял, Алекс, что свобода Чечни, свобода Ичкерии. Спасибо. Спасибо, Алекс. Я не знаю, что ты говоришь, что ты имеешь в виду. Я мусульманин. Я уважаю Моисея, я уважаю Иисуса. И хочу жить и созидать. Я хочу, чтобы у моего народа были права, как у всех людей, чтобы мы развивались, богатели, умнели, размножались, не мешали никого. Я с большим уважением отношусь к немцам, абсолютно любому немцу. Абсолютно, вот просто за то, что он немец, я к нему отношусь с большим уважением, потому что его страна, его народ нас принял. Я благодарен немцам. Я иногда могу что-то, какие-то вещи сказать, в упрек сказать правительству, Меркель, кому-нибудь другому. Но при всем при этом я понимаю, что это их страна, и я реализую свое право на свободу слова, которую мне вот эта великая страна дала возможность, спасла меня, мою семью спасла, моих родителей приютила и так далее. Огромное спасибо. Да, Алекс, я мусульманин. Я мусульманин. И знаете, я находился в России и преследовался за то, что чеченец, за то, что мусульмане. Нас оболгали, нас ну, просто превратили в инструмент по уничтожению. Просто нас уничтожали, евреи хорошо это поймут. Не сегодняшние евреи, а те, которые жили 80 лет назад. Если спросят у старших, они им тоже это расскажут, что тебя убивают и тебя же еще делают виноватыми. Понимаете? Тебя убивают и тебя же еще делают злом, плохим, тебя уничтожают, женщин, детей. Так уничтожали евреев. Понимаете? Это такая программа была запущена. Сейчас она запущена против чеченцев. Так, Аслан, момент. Верни вот этого XX, которого ты заблокировал. Здесь, если нет угроз, оскорбления, сионизма, антисемитизма, точнее, не блокируем никого, понимаешь? Если нету американофобии, германофобии, чеченофобии, украинофобии, исламофобии, никого не блокируем. Каждый имеет право высказывать свое мнение. Просто вот разжигание ненависти, основной момент, я тебе как модератора прошу, чтобы ты больше не блокировал. Не блокировать, его разблокировать нужно, понимаешь? Ты его, я не знаю, за что ты его, разблокируй его теперь, если, я не знаю, за что ты его заблокировал, но, по-моему, он ничего не сказал такого. Так, давайте почитаем ваши комментарии в YouTube. Ну да, это Ближний Восток, самый главный театр действий. Даже дрон отвлечения Европы от Ближнего Востока. Я полагаю, что война может начаться против Ирана, перекинуться дальше на другие страны. И то, что сейчас они на Кавказе мутят, это Россия должна сказать, что вот смотрите, мы тоже боремся, как и вы, против вот этих бешеных мусульман, там, как они это преподносят. Вот таким вот образом они могут, говорить и делать. Да, я не знаю, что он там написал, что он там оскорбил, но если какое-то разжигание идет, то, конечно, тогда блокируйте, а так будь осторожен.
основной момент, не гаси всех подряд. У нас и так канал наш душат все подряд. Да? Алекс Журавский, пожалуйста, оставь мой Коран, мою суру, Библию, Тору в стороне. Не надо это сейчас обсуждать. Спасибо большое, Алекс. Я тебя знаю, я тебя видел здесь. Спасибо тебе большое. И вы знаете, как я вас поддерживаю. И вы знаете, что на меня мощнейшая атака идет. Меня хотят представить там агентом Моссад, там, каким-то там исламофобом, чеченофобом, там, врагом чеченцев. И я не могу стать врагом своему народу. У нас почти 95%, 99% чеченцы мусульмане. Я вышел помочь своему народу, и вы даже не представляете, через какие трудности приходится проходить. Через какие трудности. Часть я рассказываю себя в эфире, часть я не рассказываю. И я всем хочу правильно разобраться, хочу всем помочь, быть на правильной стороне, чтобы не дать себя втянуть в какие-то несправедливости. Хочу быть объективным, потому что я независимый человек. Виноваты чеченцы, я скажу, что виноваты чеченцы. Виноваты украинцы, я скажу. Евреи тоже скажу. Если не виноваты, тоже скажу. Нет, они имеют, чтобы какая бы сила передо мной не стояла. Поэтому, пожалуйста, если вы меня уважаете, придерживайтесь этой же позиции моей, хотя бы на моем канале. Понимаете? Боже, храни нас всех. Аминь, аминь, аминь. Откуда вам известно, кто виноват? Алекс, конечно же, я не могу сказать уверенно, что этот виноват или этот виноват. Не всегда, точнее, не всегда могу так сказать. Но некоторые вещи, они объективны. Понимаешь? Некоторые вещи объективны. Например, есть международно признанное государство Украина. И на ее территорию вторглись так называемые братья. И была ложь, семиэтажная ложь на украинцев возводилась. И до сих пор возводится. И их сейчас пытаются представить, кстати говоря, украинских патриотов, хотят представить такими нацистами, фашистами и так далее. Чтобы их вместе с мусульманами начать гнобить и уничтожать. И это тоже я вижу, об этом тоже я предупреждаю. Но я хочу вам рассказать, еще раз рассказать о той ситуации, которая разворачивалась с 24, по крайней мере, вот то, что я зафиксировал, еще раньше, видимо, были события, с 24 августа 2025 года, когда Алексей Титов, офицер ФСБ, при попытке установки самодельного взрывного устройства из газового баллона произошла детонация, он получил тяжелые увечья, возможно погиб, возможно еще жив. И у него был, как говорит свидетельница, я у себя в эфире об этом рассказывал, пожалуйста, посмотрите все эфиры 27 августа, 28 августа и потом позже, после убийства Андрея Порубия, когда тоже мы это обсуждали и говорили. В этих стримах я очень много подробно рассказывал. Также я писал кое-какие тексты на эту тему. 24 августа, в День независимости Украины, ФСБшник Алексей Титов с телефоном, кнопочным телефоном, который чаще всего террористы используют как детонатор для подрыва, был тяжело ранен. И женщина, которая работница центрального детского магазина, в котором ФСБшник пытался установить взрывное устройство, получил тяжелые ранения. Через 3 дня
в Миннеаполисе произошел террористический акт также на детей. Он был успешным у террориста, чем у Алексея Титова. И после этого погибли дети, много получили ранения. Сам террорист покончил жизнь самоубийством. После этого было убийство через 3 дня, снова через 3 дня. Уже 30-го, 27-го в Миннеаполисе было нападение. До 30-го было убийство Андрея Порубия, который является одним из главнейших, важнейших человеком в украинском сопротивлении, в украинском государстве. И таким образом начали раскручивать ситуацию и накачивать вот этой агрессией украинских патриотов. Понимаете? Когда украинские патриоты считают, что они защищают всю Европу и весь западный цивилизованный мир, что, конечно же, является правдой. Но они чувствуют, что вот эта вся вот эта болтовня, вот эта вся шумиха, которая вокруг идет, они каждый день гибнут. И они взвинчены, они устали от войны, они видят это лицемерие. А на войне, за что я уважаю военных, там очень мало лицемерия. Там есть свой и чужой. Это в политике, в мирной жизни его много, этого лицемерия. А на войне белое и черное. Вот так все разделяется. Свой, чужой. Очень легко и просто. И поэтому людям нравится даже на этой войне. Именно вот из-за этого состояния. Когда ты знаешь, что это твой человек, а это твой враг. И вне зависимости, в Украине в окопах сидят христиане, мусульмане, иудеи, буддисты, все безверующие, все там в этих окопах сидят на одной стороне в Украине. И вместо того, чтобы вот этих всех объединять, говорить об этом все, пытались какой-то бардак в этом. Потому что очень много агентуры действует. Именно информационное пространство фактически все ведет себя очень, очень подозрительно прорусски. Информационное пространство Украины. И вот когда вот эта ситуация происходит, украинцы выплескивают свою агрессию, свои эмоции в интернете. И это неудивительно, эти люди гибнут каждый день, они переживают, они каждый день переживают стресс. Не стресс, что там тебя с работы уволили, там, у тебя там на пиво денег не хватает, а реальный стресс. Каждый день люди в подвалах, в метро ночуют. Ну, это ужас, что с Украиной происходит. Я как человек, который видел войну, я знаю, что это такое. На войне, на фронте легче, чем быть беженцем, где быть мирным, когда ты никак не защищен. На войне ты хоть знаешь, где враг, откуда можешь прилететь и так далее, и так далее. И вот в этой ситуации, когда все происходит, это все выплескивается снаружи. Поведение Трампа неправильно оценивается. А здесь в Европе тоже хватает агентуры российской, лицемерия, двойных стандартов. Это называется реал-политик, у них это называется. И вот в этой ситуации, когда вот это все происходит, происходит убийство, вот сейчас произошло убийство Чарльза Кирка. Да? И это убийство 10 сентября, которое произошло за день до годовщины 9/11, да, 2001 года, самого страшного теракта, который обрушился на Соединенные Штаты. Вот это все начинает выплескиваться наружу. И этот Кирк, он высказывался не очень лестно об Украине. Да? В силу того, что он американец, в силу того, что он молодой, в силу того, что у него есть право, он живет в свободной стране, он имеет право говорить, и он ничем не должен Украине. Но украинцы, которые считают, что они и являются, стоят на первом рубеже против вот этой орды, против этой страшной чумы, которая идет на Запад, они обижаются на это. И их тоже можно понять. Потом убивают их Андрея Порубия, который символ, как Джохар Дудаев для чеченцев, практически такой же символ для Украины этот человек был. И они начинают выплескивать. Не только они, еще троллятина работает. Это же большая такая сеть-система, которая работает. Я по своим каналам вижу, как они умеют вот эту всю свою троллятину запускать.
И потом сидит, я выкладывал это, вот прошлый стрим, когда в пятницу у меня был, мы говорили об этом, вначале я на чеченском говорил, потом уже где-то последние 40 минут или больше даже говорил на русском языке. Я как раз обсуждал, что убийство Чарльза Кирка могут пристегнуть украинцев, украинский след. Как они постарались украинский след сделать 24 августа, в День независимости Украины, когда Алексей Титов, офицер ФСБ, взорвался при закладке взрывного устройства, у которого обнаружили кнопочный телефон, да, которым никто не пользуется, и газовый баллон, который часто используется для производства самодельного взрывного устройства. Потом убийство в Миннеаполисе детей. А убийство детей – это самое страшное, что только возможно. Представьте себе, это самое ужасное, что может быть, это убивать детей. Убивать вообще людей ужасно, страшно, но детей, но если они пошли на это, значит, они к очень серьезным событиям готовятся. Они очень хотят нас всех заставить подумать, что за этим стоит Украина. Где-то, чтобы там, в Америке, осталось. И вот в Америке происходит теракт против детей. И тоже ищут, там намеки на украинский след идут. Что сам киллер там пишет на кириллице с таким похожим, вроде и не русский, вроде не украинский языки. Ну вот такие вот схожие вещи. Потом убийство Чарльза Кирка. Там тоже начинается сразу вброс, что это что это самолет какой-то прилетел. Это вот в ГРОК, искусственном интеллекте, на X платформе можно спокойно посмотреть. Это сразу же ФБР опровергло. И вот эти вещи, накопительный такой эффект, который набирается, он в итоге, в конечном итоге приводит мысли следователя, который сидит за всеми этими материалами дела, американский ФБРовец какой-нибудь, он видит там, слишком много косвенных совпадений, которые указывают на украинцев. Может, сейчас где-нибудь украинец какой-нибудь объявится, который совершит какое-нибудь ужасное террористическое действие. И это все будет указывать на Украину. Может, эти исламские террористы будут связаны с Украиной. Ведь когда произошел теракт в Крокус-Сити Холл в Москве, тогда же тоже они якобы ехали в сторону Украины. Помните это все? И это не случайно все происходит. Нас к чему-то подводят. И я полагаю, большому, к сожалению, большой досаде своей констатирую, что нас подводят к чему-то супер ужасному, большому такому, глобальному. Я не хочу, чтобы это произошло. Ну, вот это все звенья одной цепи. Нельзя это все исключать. Я почему я так утверждаю? Именно так нас, чеченцев, подводили. Мы тогда не понимали, что с нами происходит. Понимаете? Даже задуматься на эту тему было сложно. И некоторые сейчас то, что я говорю, могут не понять до конца. Но когда все это произошло и выложилось в такую логическую цепочку, тогда ты уже понимаешь, ага, значит, это все, вот эти звенья этой цепи, одной цепи, это не случайность. Нас подводили к чему-то и подвели к чему-то. Понимаете, это ужасная, страшная сила, которая действует. Просто это абсолютное зло, абсолютнейшее зло. Детей убивать, детей, это не может не зло это делать. Да, можно убивать на войне врага, там еще как-то за какие-то там вещи. Но убивать детей, это, что еще можно сделать больше на этой земле, как убивать детей? Это самое страшное, что может быть. И они прибегли к этому самому страшному. Понимаете? И это может еще, и в России могут на детей еще покушения совершаться. Понимаете? Отравление, взрывы, какой-нибудь атомный теракт. Что угодно они могут сделать. Понимаете? Если мы сейчас, видите, мой канал атакуют. Каждый стрим, вот как только я разгадал эту ихнюю, как я им на хвост наступил, сразу же атака идет на мой канал. Вот видите, сейчас YouTube канал имеется в виду. На YouTube канале, где раньше мы в среднем и 300, и 500, и 1000 человек было. Сейчас больше 30, 50, 100 человек не поднимается. 100 человек уже я неделю не видел. Как я начал эту тему раскручивать, говорить об этом, понимать, я вижу, что я наступил на хвост. Я зацепился за нить.
А я имею такое свойство разгадывать эти ребусы, загадки, потому что особенно, когда у меня есть опыт такой. Я чеченец, я все это пережил, я все это видел, понимаете? Вот такая вот ситуация разворачивается. Поэтому нам нужно быть готовым ко всем вот этим событиям. Нужно понимать, что нас ведут в межцивилизационной войне. Межцивилизационной войне. И убийство вот Чарльза Кирка, который был сторонником Трампа, поддерживал Дональда Трампа, сейчас сидят два полезных джентльмена. Один из них известный Скотт Риттер, я к нему очень терпимо относился, так он американец, военный, ну, думаю, может, там какое-то у него какое-то задание, у него что-то делать. Теперь он прямо говорит, это может быть и так на самом деле. Скотта Риттера может быть и разные, мы же знаем, в Украине есть пророссийские силы, они, может, его там вносят какие-нибудь террористические там списки, там угрожают ему за то, что он в Россию ездит и так далее. И он упрямо говорит, что вполне возможно вспоминает Дарью Дугину, вспоминает Татарского, которого убили. Понимаете? И сейчас убийство Кирка, Чарльза Кирка, это тоже связывается, да, в какой-то степени. И Дарья Дугина, но это пропагандисты, российские оккупационные пропагандисты, но они не были комбатантами. Это незаконная цель для уничтожения. Хотя, например, Израиль уничтожает военных пресс-секретарей Хамас. И это считается законной целью. Фактически в этом смысле это законная цель, если он там выступает как пресс-секретарь вооруженного крыла. Ну, Татарский, в принципе, таким и был. Дарья Дугина, ну, не знаю я, насколько она была, хотя ее папа, может быть, покушение готовилось против его папы, она, вообще, может быть, она и не убита, я не знаю просто. Но в любом случае это выглядит не очень хорошо, когда вот невооруженных людей, там, журналистов, хотя я не могу назвать российские, никого журналистами, никого там нет журналистов, там просто матерые пропагандисты. Журналистика там умерла, там единственный журналист, который мне известный, который там был, это Александр Сотник, он уже давно там не живет. И вот в этой ситуации убийство Чарльза Кирка, оно выглядит, что вот все радуются, сидит Скотт Риттер и рассказывает о том, что смотрите, они прям показывают, смотрите, какие радостные комментарии все пишут, что вот его убили, очень хорошо и так далее, и так далее. Откуда известно, что это настоящие украинцы пишут? Откуда известно, что и почему, если кто-то написал, а все же это звенья одной цепи, это все нужно связать. Убийство Андрея Порубия нужно вписать в эту всю цепочку. И в этот момент молодой какой-нибудь украинец, украинка, которые убили их человека, их лидера, и тут какой-то критик, им всем говорят, какой плохой был Чарльз Кирк, кто-то, может, напишет, а может, это троллятина напишет. Но акцентировать на это внимание, показывать, вот смотрите, это тоже намекать на украинский след. И если сейчас произойдет какой-то мощный террористический акт, за которым стоит Иран, там, я не знаю, какие-нибудь там мусульмане, другие, там, сунниты какие-нибудь стоят, то в этом случае это можно сказать, вот, смотрите, и поднять крест и идти крестовыми походами. И все. Все, Россия, как и в 2001 году, когда она уничтожала чеченский народ, переключилась и вместе стала помогать, вместе воевать там на Ближнем Востоке, в Афганистане, давать информацию Америке, быть полезной для Америки в этой ее борьбе, в которую ее повели, эту Америку. Понимаете? Повели. Там 11 сентября, за этим, я уверен, стоят российские спецслужбы. Как минимум, точно российские спецслужбы там стоят. Может, еще кто-то стоит. Тоже подозрительно. Да? И бостонский теракт, я думаю, в принципе, там уже практически очень много такого очевидного, что за этим стоят российские спецслужбы. И в итоге все это потом переключилось. Башар Асад тогда был спасен после бостонского теракта. Америка переключилась на борьбу с ИГИЛ, опять с радикальными элементами.
В 2001 году опять это Афганистан, Ирак, переключились, Ичкерию оставили на уничтожение полное. И сейчас Украину могут также оставить. Украину. И здесь, в Европе, накапливающие силы могут потом бросить, вот сейчас раскручивают все постоянно, мигранты, мигранты, мигранты. Люди уходят. Здесь на митинги против Израиля больше, чем арабов, выходят местные. Это факт, это вы все это видите. Многие выходят, местные, которые видят. Арабы большая часть, да, и выходят арабы, одевают эти арафатки, эти платки, так называемые. Но в основном это же местные, все разные, там левые, правые, там от всех там феминистки, все выходят. Все решили хайпануть, кто-то решил, кто-то свой антисемитизм выплеснуть решил, может еще что-то. Но все направляется на мигрантов. И это то, чего Россия добивалась долгое время. И именно по чеченским вопросам они планировали всех мигрантов отсюда, чеченцев, выслать на Россию. И я боюсь, что мы к этому подойдем скоро. Примутся какие-то жесткие. Здесь в Европе могут произойти страшные теракты. И какие-нибудь там террористы исламские вместе с какими-нибудь украинскими националистами якобы сядут и будут там какие-то вещи. Может, уже эти группы готовы. Мы же не знаем. Но то, что сейчас подготавливает общество, все, вот весь мир сейчас к этому подготавливается, это уже очевидно. Это уже, к большому сожалению, очевидно. Также я видел, еще раз повторюсь, до 7 октября, еще за полгода, за год я уже видел, что они готовят что-то. Я не думал, что такого масштаба так все это произойдет. Но что-то они накручивают. И эти все вот эти так называемые блогеры, пропагандисты, они начали вот это все выбрасывать. И ты видишь, что они начинают говорить одни нарративы, в одном русле. И значит, что-то они готовят, к чему-то готовят. И бац, 7 октября произошло. Большому сожалению, друзья. Так, валейк салам, брат. Дела Густаво Дион. Сходи к врачу, Дион. Ивана, да, я с вами согласен. Если Украина, которая сейчас на виду, Владимир Зеленский, украинские патриоты, не обратят внимания на то, что я говорю, не начнут бить во все набаты, если украинское вот это средство массовой информации, которое абсолютно себя нехорошо показывает и ведет, если они не будут делать сейчас что-то предпринимать, вот я уже сколько раз сказал, на украинских каналах я не вижу этой связи, отслеживания, каких-то расследований, каких-то вещей. Не говорят, нет установки. Если они не будут делать, Украина в опасности, большой опасности. Мусульмане в опасности, которые здесь живут в Европе. Христиане в опасности, которых будут натравливать. Этот вот сперва нужно определенный градус ненависти накопить, и потом вот этот объект ненависти чуть-чуть сдвинуть. Вот сейчас Россия, дроны залетают, все там это, десятое. Потом раз, какой теракт. Это же враги. Но с этими это не такое страшное зло. Как после бостонского теракта произошло. Американцы готовились вмешаться, помочь сирийской оппозиции против Башара Асада. Потом произошел бостонский теракт, появился потом ИГИЛ сразу же и начал там людей просто демонстративно. Вы помните, как это было? Просто это был шок. Каждый раз они находили новый способ убийства людей. Зарезать, взорвать, утопить, сжечь, там, расстрелять, там, это, третье, десятое. И каждый раз, когда новый ролик появлялся, я уже видел, что они по-новому убивают людей, а это специально, чтобы впечатлить человека. Я думал, значит, в следующий раз другой способ они изобретут. И все эти способы убийства, которые они используют, они запрещены исламом. Понимаете? Сжигать, топить, там, насилие, какое-то сильное насилие применять. Даже человек, который заслуживает смерти.
приговорен к смертной казни. А тут без суда, без следствия просто это делалось. И это накручивалось, накручивалось, накручивалось. И это ужасно было. Это было очень-очень ужасно и страшно. И это будет еще раз делаться, по всей видимости. И будут набрасываться там, на христиан, говорить что-то, еще что-то делать. Поэтому я хочу предупредить всех. Пожалуйста, не поддавайтесь. Запомните наш стрим сегодня. Пожалуйста, я всех украинцев призываю. Обратите внимание на то, что я говорю. Вы находитесь на самом передке, и вы больше всего в опасности. Понимаете? Вы больше всего в опасности. Вы все, кто воюет сейчас против Украины, занесены в список расстрельный. Да, первый там, начиная от Мадяра, заканчивая там многими другими сынами, дочерями Украины. Вы должны понимать, что здесь война на смерть. Да, на смерть. Останется только один. Понимаете? Победитель будет только один. А Россия умеет переводить эти стрелки на других. Понимаете? И она может перевести эти стрелки. Будьте осторожны. Будьте осторожны. Так, друзья, почитаю ваши комментарии. Мне приємно вас слухати. Да, спасибо. Салам, Эд, салам, дорогой. Либерти Хаук, ты абсолютно не прав. Абсолютно не прав. Христиане, иудеи, мусульмане всегда жили в Палестине, всегда жили в Сирии, всегда жили на Кавказе, в мире. У нас на Кавказе самые первые христиане – это армяне. Наши любимые братья грузины христиане. Мы жили, у нас есть буддисты там, это калмыки есть, там другие люди есть. У нас есть иудеи, которые, когда создался Израиль, особенно когда началась война против и развалился Советский Союз, и возможность выезжать, многие уехали, правда. И когда война, геноцид чеченского народа начался. Но у нас до сих пор есть наши иудеи, горские евреи. У нас есть мусульмане. Мы всегда жили в мире. Это говорит о том, что мы можем жить вместе. Мы можем. Это примеры, которые есть и существуют. Понимаешь? А так конфликты возникают и между христианами, и между мусульманами, и между другими. Это всегда бывает. Где-то политика, где-то там какие-то там национальные, там культурные конфликты возникают. Но в общем мы жили и можно существовать. И Коран называет христиан, вот ты говоришь, что это невозможно, это ложь самая настоящая. Коран считает христиан людьми Писания. Иисус наш, мы также его почитаем, как его почитают христиане. Понимаешь? Иса пророк, Иса. Некоторые христиане считают его Богом, некоторые его считают пророком, но мусульмане считают его пророком, посланником Божьим. И он у нас очень уважаемый, почитаемый Иисус. И конец света, когда будет наступать, и гласит такая вот теологическая вот эта версия, что Иисус будет тем, кто спустится с небес к нам.
И мы все должны будем ему присягнуть. Это говорит ислам, это говорит Коран. А то, что кто-то интерпретирует так, настраивает и так далее. Конечно, можно мусульман заставить друг друга убивать. Можно христиан заставить друг друга убивать. Но это, в истории это неоднократно происходило. Понимаешь? Буддисты друг друга убивали. Все друг друга, когда их стравливают, так получается, к большому сожалению. Понимаешь? Не нужно говорить, не нужно нагнетать, вот, не нужно стравливать там, где нет никакой почвы для стравливания. Организовать эту почву можно, но она будет выдумана. Мы жили на Кавказе всегда. Я с большим уважением отношусь к грузинам. Грузины христиане, такие хорошие, такие добросовестные, так сказать, христиане, я тебе скажу. Везде у них церковь, везде у них там кресты, как положено, рьяно, ревностно защищают свою религию. И я с этого относился с огромным уважением. И никогда от грузин, христиан, не видел агрессии в сторону мусульман и там чеченцев, только потому что мы мусульмане. Оставьте эту религию, уберите, не лезьте, не суйте ее в эту жизнь. Это между мной и Богом. Каждый должен сам с Богом разговаривать. А мы люди. Мы должны сосуществовать. Вот смотрите, Конституция Германии. Я каждый раз ее привожу. 4 статья. 4 статья. Свобода вероисповедания, совести и убеждения. Свобода вероисповедания, свобода совести, свобода религиозных и мировоззренческих убеждений неприкосновенны. Гарантируется беспрепятственное исповедание религии. Понимаете? Это 4 статья, 1 и 2 пункты. Вот основной закон Германии. Понимаете? Вот я вам даже покажу. Вот смотрите. Чтобы было. Вот и в ТикТок покажу. Можете сделать паузу и прочитать, если хотите. Люди живут, научились жить. Мы в 21 веке живем. Понимаете, люди? Мы живем в 21 веке. Люди сосуществуют, занимаются бизнесом, процветают, женятся, любят друг друга. Религия – это между тобой и Богом. Все, не нужно это приплетать, не нужно только лишь из-за того, что там не согласен с этой, находить что-то. Вы что, в иудаизме не найдете что-то, что вызовет сегодня шок? Или в христианстве не найдете, или в исламе не найдете, или в буддизме не найдете? Найдете. Разное время, в разные эпохи, разные правители по-разному что-то толковали, какие-то примеры были. Но мы же для этого и достигли 21 век. Все вот эти страшные преступления, которые человечество совершало друг против друга. Мы же пришли к этому, понимая, что больше мы не должны убивать друг друга. Мы должны сосуществовать, созидать, развиваться, размножаться. Понимаете? В Библии это тоже есть. Есть, и в Библии можно найти, и разные там и примеры. Все же где-то что-то добавлялось, кто-то искажал, кто-то трактовал в свою пользу. Если мы будем вдаваться вот в эти все детали и все примерять, ну, можно далеко уйти. Но мы же люди, мы же в 21 веке живем, цивилизованные люди, мы живем при демократии, когда соблюдаются права человека. Это же сегодняшние достижения, сегодня то, что написано в этой книге, немцам пришлось тоже пройти через страшные испытания, потерять огромное количество своих людей. 7 миллионов немцев во Второй мировой войне погибло. 7 миллионов, почти 10%, если не больше даже, на тот период времени. И в Первой мировой войне погибли. Это же люди своей кровью, своими ошибками, своими испытаниями. Мы же пришли к этому. Ведь не было всеобщей декларации прав человека. Она же после Второй мировой войны принималась. Про беженцев она принималась. Потому что вся Европа была беженцами. Здесь был ужас, здесь был ад.
Понимаете? Европы, бомбежки, войны, страшное дело было. И потом люди осознали, поняли, создали новую организацию вместо Лиги наций. И Лига наций была ведь тоже создана для того, чтобы прекратить мировые войны, чтобы люди не убивали, чтобы мы словами научились друг с другом решать вопрос, а не автоматами и бомбами. Понимаете? И если там Россия решила там восстановить свою империю, там диктаторские режимы пошли против демократических режимов или тех, кто хотел бы быть в свободном мире, как Украина, в демократическом мире, что против них они пошли. Это их проблема, но мы это должны осознавать. И все те, кто достиг уровня цивилизации, они должны найти общий язык и договариваться, и не нагнетать, что в это есть, в Коране есть, то есть. Везде можно найти что угодно. Понимаете? В каждой религии можно найти что угодно. Понимаете? Но если мы будем говорить об этом, мы опять скатываемся в какие-то межрелигиозные, межцивилизационные конфликты. Это нужно прекратить. Об этом перестать нужно говорить. Понимаете? Так. Сейчас, минутку. Асан, как ты думаешь, актер Бурко как высказался, что из русского народа веками гипотезировали рабское строение, и это происходит, что при царе также коммунистов продолжили. Это делает их система КГБ. Да, в принципе, это правда. Россия уничтожает русских, в том числе российские, вот эта система КГБ, учреждения КГБ, да, оно уничтожает в первую очередь. Liberty Хавк, ты абсолютную ересь, чушь несешь. Ты не должен нам указывать, как нам быть, что делать. Понимаешь, я живу в юрисдикции вот с этим законом, где мне позволяют делать, что я хочу, исповедовать, как я хочу свою религию. Главное, чтобы я никому не мешал. А ты говоришь чушь полную, понимаешь? Тебе бан. Ты фактически призываешь нас к межцивилизационной войне. Основном больше, чем я, удивлен. У нас, как многие этнические украинцы, выходили на митинг против Трампа во время выборов. И как вся община молчит, когда убили черную молодую девушку. Да, совершенно верно. Ну, эту девушку, когда убили, такой шум подняли, такое там средство массовой информации, что там украинцам уже, в принципе, и сказать уже нечего было. Но, да, было ужасное преступление, конечно же. Смотри, детей Осетии, почему вы убили, говорит Иван Иванов. Это очень большая ошибка, что ты сейчас говоришь на эту тему. Дело в том, что Европейский суд по правам человека и непосредственно пострадавшие от этого террористического акта и убийства, гибели своих детей и взрослых, родственники, матери, они прямо заявляют, что виновата и Европейский суд по правам человека, и они заявляют, что виновата в этом Россия, ваша ФСБ, поэтому ты на нас это не вешай. Я сделал отдельное видео на эту тему, можешь как раз
1 сентября у меня был стрим на эту тему. Я подробно, с фамилиями, с именами, всем и с этой стороны, и с той стороны, все расписал, привел факты. Поэтому иди туда и посмотри этот фильм, и тогда этот мой стрим, и тогда ты поймешь, мы не имеем никакого отношения к убийству детей. У детей убивают только российские спецслужбы и российская бандармия. Понимаешь, как она пыталась взорвать своих русских детей 24 августа 2025 году в Центральном детском магазине, когда офицер ФСБ Алексей Титов подорвался при закладке бомбы, понимаешь, которую он хотел перед готовящимся 1 сентября родителей и детей, которых огромное количество будет в этом магазине, закупающийся к 1 сентября к школе, хотел убить. Поэтому у тебя нет никакого основания так говорить, понимаешь? Никакого. Ты абсолютный лжец. Так. Антидот. Да, религию трогать нельзя. Абсолютно. Антидот. Если мы начнем говорить за религию, мы возвращаемся в средневековье. Начинаем опять этот бред собачий, убивать друг друга. Опять вот это все каша будет. Да, фанатикам, каким-то сумасшедшим это нужно. И какой-то злой силе это нужно нас стравить. Мы не должны этого допустить. Аслан, ты помнишь войну между Ираном и Ираком? Эта война шла за территорией, длилась она почти 10 лет. Я, правда, мало знаком, мало читал про эту войну, но я знаю, что СССР помогал Ирану военным оружием. Я думаю, я помню эту войну, я думаю, что Советский Союз помогал не только Ирану, но и Ираку. Понимаешь, это такая вот тактика. Они вели войну между Азербайджаном и Арменией и помогали и Армении, и Азербайджану еще с давних времен. И этим помогали, и тем помогали. Даже есть какой-то старый такой советский фильм, они высмеивают царскую Россию и говорят, там приходят армяне, просят помощи, дайте им оружие и так далее. Потом приходят азербайджанцы, просят помощь, и им тоже дают оружие и деньги. И вот теперь ты, говорит, понимаешь, тот говорит, как вы и этим помогли. Он говорит, вот теперь ты понимаешь, это политика такая. Это не так царскую Россию высмеивали. А советская Россия то же самое повторяла. Они всегда так делают. Они сами же и разжигают эти войны, помогают разжечь эти войны. Понимаете? Алейкум, Джим Керри. Спасибо. Пусть вся сила и мощь и гнев американского военно-промышленного предприятия будет направлен не против нас, а других, а против русских. Амин, говорит Кавказин Албания. Нужно просто объединиться всем, не делиться на религии, не разделяться на христиан, мусульман, иудеев, буддистов. И просто соблюдать международное право, которое мы с такой кровью, такими испытаниями пришли. Соблюдать его, заставить соблюдать тех, кого мы можем заставить, а кого не можем, отгородиться от них и оставить, ну вот, живите в своей вот этой диктаторской системе. Но я боюсь, что мы вот идем очень страшным событием, очень страшным. Это преступление связано с Россией. И наши демократы заиграли с этим, поэтому пошла реакция. Дело в том, что она была украинка. Дело в том, что черные судьи дали возможность черному преступнику гулять. Ну, может быть, это тоже так. Но, знаешь, она могла оказаться не украинкой, а американкой. Она могла кем угодно оказаться. Да, к сожалению,
Бывают ошибки, бывает правосудие. Бывают случаи, когда ты там, ну, я не хочу лезть в ваши внутренние дела, ваши американские, но сейчас всех демократов обвинять в этом тоже неправильно. Ведь, да, это же сделал человек, это же не один человек сделал, и это же не от имени демократии, демократической партии он сделал. Поэтому я бы очень не хотел, чтобы у вас в Америке началась вот эта внутренняя вражда, которую так русские просто, они ждут, кайфуют, чтобы быстрее вы друг друга там начали убивать. Они фильмы снимают, как у вас там гражданская война идет, вы там друг друга убиваете. Это их мечта. Ну, не дайте им этой возможности. Пожалуйста, американцы, не ругайтесь. Мы на вас рассчитываем. Мы надеемся, что вы будете жить в мире. И если вы начнете друг друга, то вообще катастрофа, хаос во всем мире наступит. Понимаете? Это просто будет катастрофа. Также фашистская Россия снабжала оружием и сербов, и параллельно хорватов, боснийцев. Да, Джим Керри, есть такое. Салам алейкум, алейкум салам, Марат. И то мечкача воинчу кочем бать. Дәлер дуэлуай тамах. Дәлер дуэлуай. Дәла туамма гоэл қойнқи. Вайқомана цаннина кудынянчуа. Вот такие вот, друзья, ужасные вещи происходят в этом мире. К большому сожалению. К большому сожалению. За время стрима нас конкретно атакуют. YouTube наш конкретно атакуется. Но ничего страшного, значит, все мы делаем правильно, друзья. Петрушенко, привет из Польши, Украина победит. Дай Бог, дай Бог Петрушенко. И мы все должны быть за Украину, мы все должны поддерживать Украину. И мы все должны понимать, знаете, как гласит чеченская пословица, поляки-то это хорошо понимают, но как гласит чеченская пословица, мужчина не тот, кто смел, а тот, кто знает, кто его враг. Мы должны понимать, что угроза идет из Москвы, с Лубянки. Вот они разжигают войны, они ведут нас к катастрофе, к большому сожалению. И Польша тоже сейчас на этом пороге стоит. Я очень надеюсь, что ничего не произойдет, именно в Польше там, и так далее. Но сейчас, если они дроны запускают, значит, это может быть отвлекающий, чтобы отвлечь внимание от помощи Украины, а также отвлечь на внимание на Польшу, а ударить по какой-нибудь Эстонии, Литве, Латвии, там еще где-нибудь нанести удар. Я не знаю, кто это такой. Не будем паниковать, будем стремиться к решению. Да, но мы должны, как говорится, предупрежден, вооружен. Мы должны понимать, что против нас ведется мощная работа. И мы должны понимать, что нас ведут к межцивилизационной войне, чтобы сейчас отвлечь внимание. Именно так произошло 1 сентября, 11 сентября 2001 года. Понимаете? Именно так произошло. Именно так произошло в 2013 году, когда был бостонский теракт. И это уже такая отработанная схема, но мы сколько будем на это попадаться, сколько мы это будем повторять. Мы должны знать это все и ни в коем случае не давать себя втянуть в эту всю историю. Это очень важно. Друзья, запомните это. Пожалуйста, я всех призываю, христиан, мусульман, иудеев, буддистов, неверующих, всех призываю, пожалуйста,
Не говорите про религию, не втягивайте наш мир в эту катастрофу, которую нам готовят. И просто мы становимся полезными участниками вот этого процесса, когда все поддерживаем, там пишем, что-то делаем. Не поддавайтесь на провокации, не дайте нас туда втянуть. Ни в коем случае, никак, ни при каких обстоятельствах. Понимаете? И самое, вот, что коснется Чечню, то, что они вывозят всех этих арабских, палестинских, вот этих хамасовских функционеров, координаторов, вербовщиков, террористов, боевиков, они их вывозят туда. Потом Россия скажет, что мы тоже пострадали от этих исламских террористов. Снова, видите, на нас теракт совершен. Снова там где-то украинский след будет, исламский след будет, исламистский след будет. И после этого потом будут нас натравливать на Грузию, на Армению, на Азербайджан, там, например, что вот это там, ну, Азербайджан мусульманская страна, ну, там, на Армению, на Азербайджан, и говорит, вот, смотрите, они нападают, там, теракты проводят, нападают там на Армению, на христианскую, на Грузию и так далее. И это все в купе, вот просто вот сейчас если представить, сложить все это вместе, но это просто страшный сценарий, который вырисовывается здесь. Дай Бог, что этого не произойдет. Дай Бог. Спасибо, Ивана, спасибо. Пожалуйста, будьте внимательны. Я думаю, у нас все будет хорошо. Я думаю, у нас демократическая партия связана с русскими. Я думаю, их коррумпировали и идет чистка. Вот поэтому наших сторонников убивают. Да и Трампа хотели убить. Ой, это ужасно, конечно, то, что ты говоришь, это очень ужасно. Но демократическая партия не может же вся быть коррумпирована Россией, правильно? Также можно и про республиканцев сказать. И если есть коррупция, если есть там работа на иностранную разведку, конечно, это нужно разбираться, все это выявлять, вычищать. Но дай Бог, чтобы это все в рамках закона. Америка, Соединенные Штаты Америки всегда были правовым государством, всегда верховенство права имело верховенствующее значение в США. Система, судебная система была всегда независимой, и именно поэтому Америка стала той великой, которой она сегодня является державой. И я очень рассчитываю на Америку, я очень верю в Америку. Мне очень нужна Америка, сильная, справедливая, правовая, демократическая. Это очень важно. И очень-очень хотелось бы, чтобы все было как положено. Очень-очень. Очень важно оторвать Казахстан от московского влияния. Нужно доносить правду до казахского обывателя. Согласен с вами. Очень много казахов понимают, хотя есть и вата есть, там и россияне есть, русскоязычные там ватники есть, и казахи ватники есть. Это им есть. Но власть, демократии в Казахстане нету, к большому сожалению. Власть как сменилась, мы все помним. Нурсултан Назарбаев ушел, пришел сейчас другой. И, ну, пока не будет пробуждения казахского народа, внутри казахского народа, это будет очень сложно добиться. Будем надеяться, что ну, очень много есть думающих, переживающих, демократически настроенных казахов. Казахи очень образованный народ по большей части. И будем надеяться, что они много что добьются. Валейкум салам, Ульви.
друзья, я думаю, сегодняшний наш стрим прошел на ноте примирения, дружбы народов, дружбы между всеми народами и религиями. Я хотел бы, чтобы этот тренд оставался. Я бы очень хотел, чтобы Украина, которая сейчас, которую слышат везде, которая сейчас находится на первом ряду на своей борьбе за отстаивание свободы, сдерживание вот этих фашистов, обратила внимание на это. Пожалуйста, украинцы, обратите внимание, это ключ. Взрыв 24 августа 2025 года в Центральном детском магазине офицера ФСБ Алексея Титова, его начальство, все, кто с ним связан, это ключ к разгадке, которую нас хотят подвести под уничтожение и украинского сопротивления, и вообще развязывание, отвлечение внимания, так сказать, на другие события, на другой конфликт. Ведь именно 7 октября, день рождения Путина, они отвлекали в 23 году, отвлекали внимание от событий в Украине, потому что не могли справиться с Украиной, и тогда набросились они на Израиль, чтобы разжечь вот эту войну, зная, что Америка это союзник Израиля, что Америка будет в первую очередь заступаться за Израиль. Начали вот эту кровопролитную вот эту бойню против Израиля, которая ответный, зная, что Израиль ответит, втянется. Вывезли всех своих функционеров быстренько, кого смогли, быстренько эвакуировали, оставили там вот эти народ, который фактически стал вот жертвой вот этих событий, которые произошли. Как и еврейский народ, так и арабы Палестины стали жертвой. И теперь уже, война имеет свои законы, свои правила. Когда убивают родственников, когда разрушают жилье, когда человек в один день превращается, лишается всего, родственников, имущества, всего, что у него есть, и человек просто становится волком, который уже ему жизнь не нужна. И вот это все накручивается, и сейчас это продолжается, сейчас вот эта эскалация идет. Израиль пытается зачистить эту территорию, чтобы ему не угрожали в дальнейшем, да, начать потом остановить, потом опять будут по ним лететь снаряды, бомбы, там, смертники и так далее. Вот видите, вот на который срок теракт произошел с участием смертников, когда вот они автобус расстреляли, эти террористы. Вот это люди уже доведенные до состояния, понимаете? Все, война, она уже доводит, и есть хорошие, правильно подготовленные вот эти психологи, вербовщики, они готовы, все, ты должен умереть, пойти убить невинных еврейских женщин, детей, стариков, любых, там могут и мусульмане быть, иудеи, и христиане в этом автобусе. И вот это все начинает закручиваться по спирали, вот эта ненависть, вражда. И вот сейчас опять накручивается. Многие смотрят на это все. И сейчас я боюсь, опять же, не хочу накаркать, не хочу быть таким предвестником плохих новостей, но в Америке может вот 11 сентября просто повториться. Потому что все для этого уже делается. Все вот убийство. И весь ключ 24 августа 2025 года, Центральный детский магазин и офицер Алексей Титов. Вот отсюда все корни начинают расти. Возможно, далеко, скорее всего, там это не один человек, там целая система, которая запускается везде. Но это все будет дальше развиваться. К большому сожалению. И оттуда нужно смотреть. Друзья, на этом я свой стрим закончу. Спасибо и вам, Анна. Спасибо всем. Спасибо. Я на этом свой стрим закончу, друзья. Держитесь, берегите себя, не поддавайтесь на провокации, и нас ведут к Третьей мировой войне. К большому сожалению, страшной Третьей мировой войне, межцивилизационной войне, уничтожению Украины, уничтожению патриотов Украины и тому, чтобы Россия вместе теперь уже с Западом начала вести какую-нибудь там такую межцивилизационную такую
религиозную войну, какое отношение к христианству имеет сатанистское ФСБ, я, правда, не знаю, но они привыкли всегда мимикрировать и подстраиваться. На этом я свой стрим заканчиваю. Слава Украине! Все будет Ичкерия, Нохчих Амдинду. Господи, благослови Соединенные Штаты Америки. Аникюэль Маш, всего хорошего, до свидания.